Все закрылось. Что-то окно захлопнулось. Дождь что-то собирается, какой-то ветер у нас. Так, друзья, наверное, вы меня видите. Я вас, как всегда, нет. Здравствуйте. Обалдеть. Подскажите, куда нам ее взять? Взять собаку с Якутска. Это ваша личная собака. А куда нам ее взять? Не поняла, наверное, это уже как прикол звучит. Так, друзья. Всем здравствуйте, всем здравствуйте. В Москву, Ганс, сразу поясните, пожалуйста, куда в Москву? В Москву куда? На просторы? Или в Москву куда? У вас здесь есть адрес, да? Вам надо помочь с доставкой или куда в Москву? Москва большая. Из аэропорта куда вы ее хотите привезти? Да. Да. Да нет, ничего нового, все то же самое. Причесаться налево, причесаться направо. Угу. Добрый день всем. И Аллочка тоже добрый день. Добрый вечер. Оставайтесь с нами на стриме, Ганс. Послушайте наш сегодняшний стрим, если вы меня слышите сейчас. Да, я к Гансу, Гане Гансу обращаюсь. Послушайте наш сегодняшний стрим. Друзья, прекрасно. А у меня 210. 210 у меня. Угу. Да я тоже всех нашла у вас на просторах. И вот они все тоже не мои, они все ваши, якутские, и они все сейчас на мне, на моей ответственности, на моем кураторстве. Но я их не тяну, Ганс. Хочу вам об этом поведать. Друзья, добрый вечер всем, кто... Аня. Всем, кто слышит, всем, кто подошел, успел, включил компьютеры. Сколько нас? Мало, наверное, да? Друзья, у нас сегодня встреча экстренная, срочная и, в общем-то, печальная, я бы хотела сказать. Потому что печальная очень сильно, как я и предполагала, но не до такой степени. Да, каждое лето оно ужасно, но с каждым годом стало все тяжелее. Сегодня, сейчас, этим летом я хочу сказать, что это просто сос.
Собаки на грани голода. У собак осталось по одному мешку. На каждой передержке в день уходит, где 2 мешка, где 3 мешка. Потому что это где 30 собак, где 60, где 70 собак, да? И они, в общем-то, на грани голода. Точнее, не на грани. По одному мешку покупать насобираем сегодня, по 3000 мы не купим, насобираем мы сегодня 4000, и еще надо за доставку заплатить. Нам обойдется очень дорого. У нас исключены розничные покупки по одному мешку. Наверное, не все представляют, как это выглядит, когда платишь за доставку оптовую, чтобы оптом и сразу много привезли. Но так получилось, что сейчас мы остались вообще без корма. Друзья, у нас совсем плохая, прям гиблая ситуация, ужасная ситуация. Я понимаю, что вы сейчас здесь, на стриме, собрались все те, кто и без того всегда помогает. Вы отправляете последние со своей пенсии, последние крохи, свои последние 500 рублей. Возможно, я обращаюсь сейчас даже не к вам. Возможно, что кто-то меня завтра, послезавтра услышит на стриме. Я просто кричу уже криком. Кто-то спрашивает, а что ты собираешься делать? Кто-то говорит, надо же что-то делать. Никто не говорит, что делать, а только говорят так вот абстрактно, что-то делать. То ли кричать слезно, то ли как-то биться челом об землю, какие-то проявлять эмоции. Но будет ли это действенно и как это поможет собакам, я не знаю. Потому что я знаю, что вы тоже не можете, у вас нет. И, в общем-то, ситуация настолько плачевная, что выплывем ли мы из этой ситуации? Мне пока радужным ничего не кажется. Если раньше я всегда говорила «прорвемся», сейчас я этого сказать не могу. То ли это лето, то ли это обстановка в мире, то ли всем глубоко наплевать, и все переключились мыслями, на военные действия. То война, то смута, то мятеж. В общем-то, я-то остаюсь с собаками. У меня свой фронт, где я пытаюсь какой-то кусок для них отвоевать. Сейчас первоочередная задача, уже с май-июнь, это брошены все силы на то, чтобы сократить количество собак на передержках. Сейчас, казалось бы, такое время грустное, когда надо, может быть, еще каких-то было бы спасти остаточных, потому что, наверное, вы читали ссылки, смотрели, все-таки в Якутске, в ППЖ собираются еще 500 с чем-то там, 500, скажем так, все-таки истребить в ППЖ. Насколько это окажется действительно правдой, я думаю, что правдой, потому что все идет к этому, собак не отпускают, и, в общем-то, двери настежь они не открывают, чтобы заходили и разбирали. Поэтому у них цель одна – истребить. Хотя бы 500. Так, для затравки оставить 100, 200. Алена, спасибо за донат. Спасибо большое. Оставить для затравки, грубо говоря, там собак 200, а всех остальных уничтожить. Их надо содержать, кормить, это не входит в планы никакого руководства ни страны, ни по регионам, региональное руководство. Это все понятно, но они и двери тоже не открывают. Они вешают им все равно настойчиво и упрямо этот бруцеллез, который не подтвердился 33 раза во всех лабораториях, но, видимо, они с кем-то вошли в сговор,
там, где им эти бумаги все-таки подтвердили, что бруцеллез все-таки есть. Поэтому я думаю, что они этого добьются, потому что там не только мэр, но и глава республики Айсен в этом заинтересованы. И как мы помним, из публикации читали весной, что он подключился и просил еще пересдать, еще куда-то эти анализы, еще где-то проверить. Ну, я думаю, что если он подключится, то он найдет лазейки, как все-таки подтвердить этот диагноз. Но мы сейчас не об этом. Нам надо спасать спасенных, тех, которых мы спасли, и сейчас у нас и с ними проблема, потому что мы не можем продержаться. Мы не можем, даже элементарное. У нас нет каких-то сейчас, вот, ну, я надеюсь, по крайней мере, тяжелых больных или спинальников там, или еще что-то. То, что было, то, сломя голову, я вот пару недель назад носилась по врачам, и ну, я думаю, что как-то вопрос разрешился. У кого-то долечиваемся, у кого-то докалываем. Нет, вру, конечно, вру. У нас есть астраханских, из 3 2 собаки, которых в июле надо обязательно разместить на 1 день на этот укол, решающий укол, ну, который лечит дирофилярий. Раз мы взялись за этих собак, надо нам это дело довести до конца, до ума, а иначе зачем надо было браться? Примерно навскидку, я так думаю, что лечение навскидку, я сейчас вот смотрела, там ампула 44 тысячи стоит, ну, насколько на двоих, может быть, хватит этой упаковки, я не знаю, там что-то мне вырисовывается, 1050 будет, может быть, стоить это лечение. Это там делается под наблюдением кардиолога, и анестезиолог, нет, наверное, не нужен. Но самое грустное, что собака должна не двигаться и сидеть в клетке. Я пока вот это не представляю. И не только 1 день, но, по-моему, длительное время. Возможно, месяц, возможно, 2. Грядут какие-то у меня опять непонятки с поиском передержки, где я могу держать их в клетке, чтобы они не двигались, не бегали, чтобы у них не произошло смещение этих убитых особей в сердце и не получилось тромба, закупорки артерии. И, в общем-то, какая-то вот я сейчас набор слов вам говорю, в общей сложности, наверное, галиматья. Но, по крайней мере, по деньгам все-таки это грядет, я хочу вот к этому сказать. Но сейчас это будет, допустим, там в начале или нет, не в начале, я не потяну в начале, мне сейчас надо с кормом разобраться. Друзья, у нас патовая ситуация, или у нас такой вариант. Я предлагаю разобрать собак по одной, но мне нужен список с адресами, кто готов взять по одной собаке. Тогда мы не будем собирать деньги, и тогда я вздохну легче, и тогда просто каждый, ну, возьмет на себя эту ношу. У меня нет других вариантов. Или разобрать по одной, и я буду продолжать, я человек ответственный, буду продолжать их пиарить, но просто жить они будут у вас. Потому что такое количество собак, ну, невозможно сейчас. На карте 3000, 13 тысяч. Это что такое? С таким количеством собак это вообще ноль. Я не знаю, что мне делать. Передержки с меня трясут и спрашивают, когда. Мне даже сказать нечего. Одна передержка, 2, 3. Я только пытаюсь ваши денежки собрать, чтобы разделить каждому хотя бы по 30 тысяч. У меня не получается. Потому что то были больные, то лечение, то диагностика, то срочно надо было бежать по врачам. Я рассказывала об этом в роликах. Тем более у меня сейчас очень ударно. Я стараюсь как можно быстрее больше пристроить. Ну что такое больше? Если вот я разговариваю с другими кураторами, и у них не пристраивается вообще никто, нисколько, и даже ни одного звонка по
пиарным собакам, да, даже звонков нет, не то что не пристраиваются, а даже не с кем разговаривать, то худо-бедно вот за этот месяц, там с конца мая с конца мая, ну так, с 20 мая по 25 июня, ну хотя бы 6 собак уехали в семьи и 2 кошки. Но я хочу сказать, что это же работа. Но работа же ведется. Но это не просто так, вот посадил их на трамвай, и они поехали, да? Это работа, и она, к сожалению, тоже затратная. Собаку перевести из пункта А в пункт Б, это опять надо вызывать нашего Романа, это надо оплачивать его, надо сдать анализы, надо почистить это, почистить то, залысина на шерсти, надо обследовать, что это такое, что, в чем причина, где-то что-то почистить там, да. Короче говоря, эти деньги у нас уходят на то, чтобы сократить, собирая на корм, сократить численность собак путем пристройства. Пристройство, оно стоит денег. Даже пиар, вот, допустим, да, вот если захотите здесь по стоящим раскидать, это стоит денег, и каждую неделю или каждый месяц это тоже то 1500, то 4,5 в месяц, это тоже все стоит денег. Но сейчас такова жизнь. Я не знаю, что мне еще сказать, каким богам молиться, как объяснить, что ситуация очень плачевная. Я говорю, наверное, я так надеюсь, что не расплывчато, не размыто. Я не могу говорить сейчас о каких-то других, на какие-то другие темы. Как этот поживает, как этот поживает, как этот поживает. Скоро они просто все будут или плохо поживать, или вообще не поживать. Вот я это хотела сегодня экстренно на нашей встрече вам рассказать. Друзья, что будем делать? Если кто готов взять собаку на временное содержание, ну хотя бы на лето, может быть, ну хотя бы на лето, на 2-3 месяца, напишите мне. И, давайте, но только мне надо все равно в любом случае 200 собак, вот как бы раскидать их по точечным передержкам, наверное, так. Но просто ситуация до такой степени патовая, что я не знаю, что мне еще. Ну просто вот собирать деньги. Я вижу, что у вас нет денег. У кого мне спрашивать? Я смотрю так в наших чатах, у нас есть чаты, да, из этих чатов люди запросто, те, которые зимой, осенью кричали, что да-да, мы готовы помогать до пристройства, они без объявления войны, без предупреждения могут запросто выйти. Я примеряю этот поступок на себя и думаю, а как бы мне тоже выйти из якутской темы? Вы можете себе это представить на минутку? Я тоже выхожу, помахала всем рукой и сказала все. Меня ничего не волнует. Вы знаете, когда ты борешься, и когда ты понимаешь, что все как-то вот впустую, отпустить ситуацию, я по-разному гоняю мысли, я понимаю, что вот, как отпустить ситуацию, скажите? Но ничего не делать. У меня наступают такие моменты, и я порой провожу, вот, бегаючи с собакой, а понимаю, что я бегаю только с одной собакой. Я решаю только проблему одной собаки, а завтра проблему другой собаки. Это точечно. 1, 2, 3. 3 собаки. А 200-то собак что должны делать? Вы знаете, я прошу передержки снимать видео, как они живут, чтобы показать вам, чтобы вы видели, что на сегодняшний день они есть, они живы, но завтра, который наступит, допустим, не завтра в четверг, а, допустим, там через неделю-две, чем их кормить?
Но они же собаки. Ну, посадить их на воду и сказать, давайте поголодаем деньков там, да, 3 или 33, ну невозможно с ними же договориться. Но сейчас у меня именно такая ситуация. Я уже молчу про то, что если нам всем тяжело разобрать по одной собаке, да, это вечная тема, вечная тема. Собаки не пристраиваются, у вас они есть, вы все собачины, вам они не нужны. Это должен быть кто-то. Этого кого-то надо найти. Собаку подобрать, договориться, еще что-то. Господи, что я хотела сказать? У меня мысли только об одном. Вот просто как? Если вы не хотите взять 4-ю или 6-ю собаку, да, а я знаю, что вы не хотите, хоть даже вы живете в доме, вам тяжело, потому что это действительно тяжело, и вы знаете, и 3 собаки тяжело. И у меня, когда в квартире 3 собаки, ну, это очень тяжело. И поэтому я знаю, что вы не возьмете. А теперь примерьте, пожалуйста, люди, которые подвязались и с которыми мы договорились на том берегу, когда еще мы только спасали, что да, я спасаю, буду привозить, но от меня требуется оплата за их труд, за их содержание, за то, что они с утра, в 8 утра начинают, или в 7 утра, там, как соседи позволяют, и до 2 часов ночи. До 2 часов ночи. Ну, кто-то до 11 ночи, смотря какое количество собак и сколько поклонов за день надо собакам отдать. Выгул по часам. То одна группа, то другая группа, то третья. Выгульник левый, выгульник правый. Завести, отвести. В это время дом помыть, продезинфицировать, разложить, ведра растаскать по всем углам, свежая вода. Кланяешься и кланяешься им, этим собакам, бесконечно. Кого-то надо вычесывать, кто-то лохудровский бесконечно, шерсть клоками сыплется, кто-то хромает, кому-то надо почистить параанальные железы, у кого что, да, ну кто-то с кем-то сцепился, надо тут помазать, тут надо обработать, тут еще что-то, и снова, и это утром, потом вечером, и все это. Вот скажите, вот этот труд, он должен как-то оцениваться, или это просто люди-мазохисты, которые любят собачек? Но ведь мы с вами тоже любим собачек, но нам и 3, и 5 тяжело. А они мазохисты, которые по 100, по 150 держат, и им по кайфу. Но они же спрашивают, ну когда? Другой вариант. Они мне предлагают. Давай так, по-хорошему, забери этих собак. Ничего не надо, забери этих собак. Вот я к вам и обращаюсь. Давайте заберем у них собак. И вы каждый по одной собаке разберете себе. Но по одной собаке это будет не так все равно тяжело, как им со 100 собаками. Представьте, у вас всего будет не 3, а 4, не 5, а 6. А им тяжело со 100 собаками. У кого-то 70, у кого-то 25. Ну, все равно тяжело. У кого-то давление, кто-то с инсультом, кто-то после инсульта. И они все равно таскают мешки тяжелые или кастрюли тяжелые, да, Галина таскает у нас. Ну, у всех, понимаете, сейчас такое время, да, нам как бы страна завещала, чиновники этого очень желали, они превратили жизнь волонтеров сейчас в ад. Мы просто приняли это как должное. Их убивают, мы хватаем, их убивают, мы хватаем. Мы бежим, несемся, вот так пот протрем и дальше несемся. Но это же не просто так. Не потому, что мы такие чудаки, да? Такие
Зоошизики нас называют. Недавно вот с трибуны даже нас назвали, господи, как зоофилы. Мы еще и зоофилами теперь называемся, да, бесстыжая морда, чиновник, гнать его из Думы. Значит, как мы только не называемся, да, но больше всего, наверное, подходят мазохисты, которые вот просто превратили свою жизнь в ад. Ну а кто этому способствовал? Наши чиновники. А мы с ними на перегонки. Успеем, не успеем спасти. Успеем, не успеем. Они выиграют бой. Успеют убить. Или мы успеем себе на шею 150-ю собачку повесить, чтобы потом самим повеситься. Но я вам серьезно говорю, сейчас очень тяжело. Скажите, пожалуйста, вот мы можем рассуждать. Вы знаете, у нас в чатах, во всех чатах, я в чатах не принимаю участие, потому что это дурдом. Я вижу, что когда люди много дебатируют, или им действительно не с кем пообщаться, они одиноки, так как у меня все наоборот, я устаю, да, наоборот от общения. У меня не то, что язык, у меня даже пальцы не шевелятся, лишнее написать в чате, кого-то пожурить, какому-то живодеру сказать, там, вот сволочь какая, и куда мир катится. Вот такие вот банальные вещи, да, это ужас просто. Я вот всегда читаю и думаю, людям просто делать нечего. Когда делаешь замечания, давайте, пожалуйста, по делу, по существу. Надо брать, хватать, делать что-то конструктивно. Понимаете? Давайте не будем о политике. Ничего мы с вами не решим, и ничего от нас не зависит. Как показывает нам каждый день события в стране и в мире. Ничего не решим. Для чего тогда мы постоянно дебатируем? Я этого не понимаю. Люди обижаются, выходят из чата. Я думаю, кому сделали хуже? Мы собрались для того, чтобы помогать собакам. Раньше у нас чаты были все-таки больше молчаливые. Мы говорили, собаки живы, вот стерилизация, вот пиар, показываем раз в месяц, там фотку, видео, очередная сумма надо собрать, надо, всегда сумм не было, выезжали за счет разовых и за счет разовых на разные темы. Сейчас у нас нет самолетов, у нас нет дополнительных каких-то сборов, у нас есть только расходы сейчас на самое банальное. Это корм и их содержание. Если раньше я говорила, люди, разбирайте, выходите на нас, на связь с нами, мы вам покажем. Мы же показываем и слева направо, и сверху вниз. Может быть, не успеваем точечно про каждую собачку по целому ролику, да? Просто пока не представляю даже, как это сделать, потому что их 200. Если бы у меня было их 30, я думаю, что что-то бы придумала. А из 200 выдернуть там шарика, дружка и показать, как жил, как подружку убили, как его откачали, от дротика вытащили, капельницу сделали, привезли, на передержке живет. Вроде все показываем и так. Но появляются новые люди, которые не видели предыдущие истории. И все равно им будет это вновь. А что 199 показывать в следующем ролике, что ли? Или это компоновать старый материал, из папки выдергивать 19-22 года и крутить одно и то же. Владимир, здравствуйте, спасибо за донат. 4 евро пришло, спасибо. Советчиков много, советуют. Как технически это сделать, чтобы объять необъятное? Да, конечно, мы показываем, как они у нас
вот выгульники, вот они у нас бегают. Конечно, в общей массе выделить кого-то, я понимаю вас, вам сложно. Но если бы вам хотелось кого-то выделить или на кого-то обратить внимание, вы бы все равно, я думаю, вы бы все равно, наверное, вышли бы на связь, вы бы все равно спросили бы у меня, а как эта собачка, а что там с ней, а пристроена она или нет. Никто мне не звонит, никто никого не интересует. Только вот предлагают: заберите, заберите, заберите. Не только Якутск, но и местные, и уезжают, эмигрируют в другую страну. Заберите, у нас 2 собаки, заберите. Бесконечно заберите. А тогда кому пристраивать, если только все говорят заберите? Вот. Что-то вы пишете, может быть, я не успеваю читать, когда осталось. Ой, немножко сейчас сделать донат из Америки. Из Америки как сделать донат, это надо, вы на WhatsApp можете, Татьяна, мне написать, а я, может быть, подсказала бы вам другой какой-то способ, если вы не сможете на донат, потому что из Америки не у всех получается на донат. Вот то, что Америка у нас отпала и не так запросто можно отправить из Америки, из-за этого тоже у нас уменьшилась сумма благотворительная. Поэтому я могу вам это самое только вот на WhatsApp рассказать и может быть дать возможность прислать собачку. Маша, они под роликом есть, но из Америки, я думаю, они не смогут. У меня есть 2-3 человека, которые не могут воспользоваться донатом. Это именно касается Америки. Я надеюсь, что меня слышно, да? Куда-то отвернулся микрофон. Сделаем донат. Мне так жалко этих собак. Я раньше вносила деньги на отопление бытовок для кошек. Именно спасение собак. Вы знаете, вы когда на донат спрашиваете, как написать, а можно ничего не писать. Вот совершенно, потому что у нас донат только на собак. Вы не мне присылаете, и то, что вы, видите, вот этот донат и ссылка, вот эта, которая у нас под роликом, да, она вся на донат. Весь донат, весь на якутских собак. То есть у нас нет тут на кошек, или тут мы на космос собираем, или тут мы это самое, на Донбасс. У нас нет, у нас только собаки. Поэтому вы можете ничего не писать. Все идет в копилку с собакам. Вот. Да. Кому-то в Европе на PayPal. Да, кто из Америки, вот может Европа помочь, я так поняла. Вот Настя там помогала. Из Америки прислали на PayPal Анастасии, а она уже из Европы прислала на донат нам. Вот как бы вот, да. Надо просто связаться, а я вас соединю с людьми в Европе, в европейской стране, а вы им на PayPal отправите. То есть возможности при желании всегда есть, было бы желание. Вот. Так, написать. Что-то можно без комментариев. Как Игорь? Но Игорь жив, здоров, не знаю, насколько здоров. Игорь, наверное, нас слышит сейчас, может быть, нам напишет. Но Игорь есть, и как у него дела, что-то мы с ним только по переноскам вот в мае связывались. А так больше как бы нет. Но собак, наверное, у него все равно мало не стало. Всех вывести невозможно. Вот, так. Да, Настя, да.
Так, что я хочу сказать? Ну, вот ситуация вот такая. Сейчас вот одно какое-то сообщение прочитаю. Их мамы, мы где-то пропустили видео их спасения. У вас очень много проблем. Вы занимаетесь общим делом. Умер зоопапа. Чего? Вы не видели, что сейчас с приютом? Какой зоопапа? Это про кого? Какой зоопапа умер, Наталья? Очень печальная новость о зоопапе. Ой, я, наверное, не совсем в теме. Вы не про Воронеж говорите? Жуть какая-то. Да. Так, друзья, ну что, вот ситуация вот такая вот. Ролик мы готовим, но в ролике, наверное, сейчас в каждом ролике, наверное, будет только одно. Помогите, помогите, помогите. Или заберите собак. Но, друзья, пожалуйста, кто в Германии может, вы знаете, вот нам легче отправить в Германию, пожалуйста, не молчите, возьмите по одной собаке еще, у кого есть одна, возьмите по второй собаке. Но вы таким образом сделаете большую помощь, окажете, потому что на одну собаку будет меньше. Вы знаете, мы очень сильно стараемся, даже при невозможной сейчас ситуации, я хочу сказать, что вот за весну, апрель, май, июнь, даже у Наташи, когда разъехались мелкаши, о которых я дуром кричала, вы помните, и в марте, и в апреле, ну, разъехалась, ну, сколько, десятка, полтора-два, уже ощутимо. Но чего это стоило? Поднять на уши просто всех наших друзей и криком кричать: ну пожалуйста, ну пожалуйста, ну обратите внимание, но это же дорогого стоит. Вот если просто так вот сидеть, спасать, кормить, да никто не услышит. Ну спасай и корми. А на что ты будешь кормить? Ну это самое, никого не волнует. Но поэтому у нас сейчас, даже в наше тяжелое время, ну, надо сократить количество собак. Те, которые хотят сбагрить собак и говорят: возьмите. Но я хочу сказать, вы будете молодцы и сделаете большую помощь, окажете, если вы не на меня повесите очередную собаку, а сами ее, ну, как-то передержите до лучших времен. Когда они будут, нам не говорят, держат в тайне. В общем, я не знаю, что делать. Да, в Курске я забыла. Или Воронеж. Господи, в Воронеже же. Ой, Господи. Снова объявлен карантин в ППЖ. Его вообще не снимали, этот карантин. Вообще не снимали. Двери настежь не открывались. Как началось с ноября, так они не открыли двери. А сейчас у них снова карантин. Морозом они их уничтожали в жутких условиях. Весной в болоте они жили, тоже это своего рода тоже уничтожение. А сейчас будет жара с мошкарой. И 40 градусов у них там, июль-август. И мошкара, чтобы загрызла их. Чего в Курске? Зоомама? Что это такое вы пишете? То папа, то мама. Ничего не понимаю. Зоомама, зоопапа. Что-то жалко. В Курске был зоопапа. Ой, если я помню, что вы говорили, что... Да не с этого, Настя, надо начинать. Нет, не с этого.
Нет, это только... Эта история точно не для... Здесь, не тратить время здесь эфирное. Это только если пообщаетесь с человеком, который там есть. Но это же не... Ну что это? Это не для эфира. Самое главное, они должны быть... Людмила, здравствуйте. Они должны быть не здесь. Пиарить, когда они не здесь. Вот за это штраф. Пиарить, когда они у вас, к вам приедут. И если вы можете, вот это вот другая сложность. Нет, если себе только взять, возьмите себе. Кто-то может, а кто-то может только себе. Вот поэтому я говорю, те, которые не могут, это надо законодательство знать, местное. Поэтому сейчас мы говорим, возьмите себе. А пристраивать вы можете своим друзьям, подруге, соседке, чтобы держать контроль. Просто так мы на деревню к дедушке, конечно, не отдаем. Вот так вот на отвали нет, такого нет. Людмила, стрим про то, что нам грядет голод и что мы в плачевном состоянии. Могу только об этом говорить днем и ночью. Сейчас только об одном. У нас патовая ситуация. Вы потом ролик посмотрите, или завтра мы выпустим, успеем ролик, если не успеем, послезавтра. Но у нас патовая ситуация, мы погибаем. Про оставшихся маленьких собачек, что их заменят и разберут. Саму хочу небольшую молодую собачку в семью, спасибо. Про маленьких собачек. Про маленьких собачек я могу вас соединить с Натальей или с пиарщицей. У нас, кстати, была и остается проблема с фотосессией по маленьким собачкам. Если я по большим собачкам, по своим, вы знаете, я по большим собачкам, мы фотосессию провели, еще на одной передержке по 13 собакам мы ведем переговоры, то фотограф очень занят, то солнце не устраивает фотографа, собаки жмурятся и прячутся в тень и не хотят позировать, то понос, то золотуха, в общем, у нас все как всегда. То рабочий уходит, и передержка говорит, я одна не справлюсь. Выводить туда-то, за 500 метров, за территорию. Ну, в общем, все как всегда. И я даже не знаю, одни проблемы, вы знаете, одни проблемы. И вот чтобы даже пристроить, вот я в ролике рассказывала Хасю и Масю, конечно, там под 1000 евро стоит стерилизация. Но кому это надо? Привезти, чтобы через месяц началась стечка и сразу начать 1000 евро выкидывать на стерилизацию? Конечно, нет. Поэтому пришлось стерилизовать. У нас это в порядка 5000. Но для нас и это деньги. И чисто по-человечески мы должны и мы были обязаны, чтобы у нас уменьшить на 2 хвоста меньше в нашей копилке, надо обязательно простерилизовать. И да, простерилизовали. Тоже деньги взяла, 10 000 тоже из кормовых. Других собак то же самое. Софью и Дарму, которых спасали в январе, которых лечили от энтерита. Столько кругов ада прошли, передержек для них не было. Слезно просилась. Мне так устала вот это вот все слезно на коленях, прошу, умоляю, балалайку включаю, вот это бесконечно, вот это вот. Пустите на месяц, но мы к вам на порожек залезем, а потом фиг вы нас выкинете, мы 2-й месяц у вас. Ну, когда уже мне просто в ультимативной форме говорят, заберите собак, иначе сейчас я просто их выпровожу, я уезжаю, вы слышите меня? Ну, вот, понимаете, вот это все вот измором. Но это все на мне, все это надо решать вот мне одной. Вот решение принимать. Нет денег, это я отвечаю за это. Никто у меня помощника такого, который вот
горсть злотых тебе не отсыпет. Ты принимаешь решение. Кто отвезет, привезет, там это в основном роман. Это вся помощь платная, это роман. Сейчас никого других не вывозим из Якутска. Поэтому про помощь в Якутске ничего не говорим. Но этих двоих тоже подростков до года, которые тоже пришлось, только на этом условии можно их продвинуть. Тоже стерилизация и тоже 10 тысяч за двоих. Но вот это вот бесконечно. Когда денег нет, ты снова берешь из кормовых, ты уменьшаешь, и ты не покупаешь просто корм. Собираешь, чтобы на эту передержку 30 тысяч, на эту передержку 30, вот так вот раскидать по 30 тысяч, а в итоге ты эти все тридцаточки тратишь на самое важное, то, что нельзя отложить, иначе не будет движения вперед, не будет пристройства. А если не будет пристройства, значит мы будем сидеть и еще больше корма покупать, и этот корм будет еще быстрее заканчиваться, потому что у нас остается много ртов, а нам их надо сокращать. И вот это вот, знаете, бег по кругу. Сократить количество. С фотосессией у нас тоже проблемы. Сейчас каждая собака, то, что раньше у нас было собаку отфотографировать 500 рублей, 700 рублей. Сейчас некоторые передержки говорят 1500. Умножаем на 10 собак, это 15 тысяч. И плюс еще из Караганды она приедет, за бензин ей заплатить надо. Понимаете? 1500. Это нереально, это дорого. Для нас дорого. Если одну собачку можно отфотографировать, не знаю. И то никто не разбежался, и то никто не собирается приехать и отфотографировать. Вот как вам послать мелкашей, когда они у нас на видео? Вот бегают, снуют, а вам же надо показать, чтобы вы влюбились, чтобы вам понравилось. Значит, надо показать стойку, позу, мордашку, лапки, сбоку, вид сверху, снизу. Вот вам надо что показать. Потому что собаки, которые бегают, такие вот лохудранные такие, да, шерсть клочьями, все торчит, а вы пишете в комментариях: да зачем их приводить в порядок, они у вас и так такие красивые, такие красивые. Они красивые для вас, для тех, кто не возьмет никаких. Ни ухоженных, ни лохматых. Для вас они красивые. Вы любите душой. Но вам, вашей душе собака не нужна. Вы не тянете, у вас уже есть. Это опять одно и то же. А тем, которым надо, чтобы собачка понравилась, надо привести ее в порядок. И надо заплатить денежек. Как вспомню сессию в прошлом году, с Романом мы приехали. Как вспомню, так вздрогну. Вообще просто не знаю. Это можно до инфаркта, до инсульта. И все это по 5 собак. И за 3 километра отвезти их. И там попрыгать с фотографом, чтобы элементы города были. А не просто ТСЖ, лес густой и забор. Цвет какашки коричневый. И все. И нигде не сфотографируешь собаку так, чтобы она понравилась. Надо же ведь так сфотографировать, чтобы она понравилась. Не знаю. Прям какой-то замкнутый круг. Нет такого фотографа, который бы мог фотографировать вот в этом регионе, где у меня есть проблемы, чтобы мог фотографировать, и чтобы это нравилось. И чтобы это было от души, со вкусом и бесплатно, желательно. Там, где у меня есть фотограф, супер замечательный, но она в другом конце планеты живет. Она приезжает, да, она делает супер фотографии, с ней другая история, там другие передержки. А вот там, где у меня нет фотографа, я мучаюсь, собаки просто без пиара. Такого быть не должно. Да хоть и у них и есть, и будет фотосессия, знаю, что не расхватают. Кому расхватывать-то? Все же эмигрируют только у нас.
Фу. В общем, ой-ой-ой. Так, если вы хотите маленькую собачку, я не знаю, почему, Вероника, вы до сих пор со мной не связались. Я бы вас связала с человеком, у которого мелкаши. У нас мелкаши на 2 передержках, у Наташи и у Маши. И, пожалуйста, можно любую выбрать, и вам в частном порядке на WhatsApp присылают фотографии, и вы все равно в кого-нибудь влюбитесь. На целую единицу было бы меньше, понимаете? Для нас это как важно. А для вас вы давно хотели, и у вас будет маленький комок. Ну, маленький, не знаю, какой маленький. Не знаю, есть у нас 2-килограммовые типа кошек и собачки, которые не собачки, а кошки, ну до 10 килограмм, по крайней мере, можно, наверное. Я думаю, что у нас есть всякие собачки. У Маши, думаю, точно. Поэтому это наши передержки. Поэтому, если вы выберете, это будет только здорово. А сейчас мы пока просто тупо вешаемся. Так, друзья, кто-то на Фейсбуке или где-то еще... Ой, пора. Просто посоветовала Ларе. Сейчас это наша любовь. Привет от Леси и Ланки. Вита, а почему от Леси? Маша, а это почему с Ника Вита? Ну, поняла, да, поняла, Маша. Ага, дорогая, вы все правильно говорите, делаете. Сколько могу. Так, друзья, ну вот все, что я хотела сегодня сказать, я не знаю, может быть, я недоходчиво говорю, может быть, я говорю как-то вяло, может, я говорю как-то расплывчато и очень меня непонятно, не понять. Но, смотрите, сейчас у меня есть на одной передержке 1 мешок корма, на другой передержке есть 2 мешка корма. Значит, что мы тогда делаем? Мне как, опустить руки? Вот просто вот совет, держитесь, тогда покажите те поручни и те дверные ручки, за которые я должна держаться. Я правда, честно хочу вам сказать, я не знаю, где те поручни, за которые держаться. Не знаю. В общем-то, собакам я объяснить не могу, что, вы знаете, я все-таки держусь, а вы как хотите. Пристрой в принципе всегда был плохо, а сейчас он отсутствует. Но тем не менее, да, вот в результате титанического труда и у Наташи, наверное, там 5 и 5 уехала, боюсь соврать, не знаю. И в то же время Ирина Долинская, спасибо за донат, спасибо. Вот. И у меня 6 плюс 2 кошечки. Одна на пристрой поехала, а другая к нашей подписчице. Так что вот. Добрый вечер. 50 на Сбер. Всех пристроить. Да, все, друзья, я все сказала, мне просто нечего сказать. Скажите мне, пожалуйста, если у вас есть, вот кроме советов, что надо держаться, и мы прорвемся, что, разберите, пожалуйста, разберите. Может быть, завтра, послезавтра кто-то пересмотрит ролик, сделаем, мои крики о помощи. Это самое, может, посмотрят люди, которые еще не участвуют или которые уехали на дачу. Вообще, люди, куда вы делись, я хочу сказать, куда вы делись? Но почему в очередной я попадаю в такую яму? Осень, зима, вы кричите: спасите, спасите. Вы не можете оставить, это кощунственно оставить собачку под номером 8 в вольере. Вы забрали собачку номер 7, а собачку номер 8 вы не забрали. Это так не должно быть. Я ее забрала. Я вам сказала тогда: не потянем, не потянем. Нет, потянем, мы с вами, мы до конца, ведь я же это все вижу, у меня в переписках все сохраняется. Куда вы все деваетесь?
И как противно вот смотреть в чате, покинула группу, так и хочется сказать, ну, до свидания, до свидания. А иногда хочется сказать и на другом языке. Ну, я просто уже взвинчиваюсь, я в бешенстве просто. Вот на меня на одну спасли вроде бы, да? Но я начинаю уже просто завожусь, и я по новому кругу начинаю просто опять одно и то же говорить. Зачем тогда вопрос мы их спасали? Куда вы все деваетесь? Ну неужели вы на юг поехали? Ну вы куда? На море что ли поехали? В Сочи вас там волной сметет. Куда вы поехали? Я не понимаю. На дачах вы сидите. Скажите мне какую-нибудь деревню, чтобы я могла куда-нибудь тоже, хотя бы в деревне на речке посидеть. Посмотреть на воду или на огонь. Я не знаю, на что мне посмотреть, чтобы мне перезагрузиться, как-то перезагрузиться, наверное. Или переформатировать себя, мозги свои. Чтобы не... Присылают ведь еще спасите, спасите. Чего вам спасать? Мне еще куда мне больше спасать? Маленьких, больших, голубоглазых, стареньких, несчастненьких. Давайте этих прокормим. Передержкам я сказала. Вот с вами говорю как есть. Передержкам сказала. Давайте присылайте мне. Присылайте. Присылайте последний мешок корма. Присылайте, когда у вас не будет корма, и просто вы дадите им руки полизать и скажете, попейте сегодня водички. Ну, пускай попьют водички сегодня, завтра и всегда теперь. Я не знаю, что мне делать. Почему я одна должна? Вот когда говорят, я куратор, я куратор. Куратор – это тот, который вот несет ответственность по всем вопросам с утра до ночи и по всем собакам. Вот и все. А финкуратор. Сегодня я финкурирую, а завтра я вам говорю до свидания. И плевать на вас с вашими собачками. А потом еще скажут, да думать надо было головой. Куда смотрела? Ну, я могу сказать вам, вот сохраним, да, вот этот вот стрим, и когда мне будут говорить осенью, спасите эту, спасите ту, все возвратившиеся с югов, с дач, отдохнувшие, все, кроме меня. Я отвечу вам вот этим роликом и скажу, посмотрите на этот ролик, посмотрите на мои мытарства. Я не знаю, может быть, на крышу залезть, с метлой станцевать, как Валя Силич делает. Или как еще мне сделать? Что мне надо сделать? В общем, не надо тогда спасать, и надо сказать, все, не сильны, слабо. Фух. Ладно, я просто разошлась, и я действительно, то, что со мной круглосуточно происходит, вот, это никто не видит. Я могу натянуть улыбку, я могу даже как-то, не знаю, ответить спокойным тоном. А что у меня внутри творится, это никому не могу передать. Передержка говорит, когда? А что вы себе позволяете? И что? Что значит, у вас нет денег? Вот так со мной разговаривают передержки. А что вы собираетесь делать? Я сколько могу, как овца, блеять и говорить? Думаю. А моя думалка вообще как? О чем думаешь? О том, как с ума не сойти, или о том, что ты натворила, наспасала? Спасалка, да? Противное такое состояние, вот это противное. Ладно, может быть, кто-нибудь посмотрит из тех, у кого есть деньги, из тех, кто, может быть, с дачи вернется, может быть, на даче, не знаю. Все идет к одному, к гибели, если говорить о правде и посмотреть правде в лицо, а не тешить себя иллюзиями. Вот, ладно. Кто-то что-то. Маша, да, Маша, я поняла. Ага, Маша. Так, печально, грустно слышать. Еще как. Еще в моей шкуре как грустно проживать. Это вообще просто. Так. Очень мало. Вы видите просмотры у нас на Ютубе? Опять вопрос к людям. Куда вы делись? Одни и те же смотрят.
Ой, я не могу. Так, Владимир из Эстонии. Раз послал, пришло. Посылаю еще. Чиж не понимаю, позор для нас. На корм не можем помочь. Да помогают все в основном одни и те же. А куда все делись, не знаю. Верочка, которая смотрит, которая присылает, которая просто вот желаю здоровья, огромного здоровья персональной Вере Трауб. Спасибо огромное, хочу сказать. Как-то вот когда присылает, и я прямо вздыхаю, сразу покупаю на какую-то передержку корм или делю там на передержке. Спасибо огромное. Ее это не касается. Вот это вот точно хочу сказать. Просто и болеет человек, и последнее просто вот неудобно даже брать всегда. Ну, просто всегда очень переживаю за здоровье ее и вижу, как она нигде ничего не пишет, и все равно такая благодарность у меня огромная. Владимир, спасибо за донат. Все, друзья, тогда у нас час прошел. Больше, наверное, мне сказать нечего. Можете, помогайте. Не можете, будем помирать. Не знаю. Даже без оркестра. Просто помирать будем, видимо. А те, которые хотят избавиться от животных, подумайте лучше 100 раз сначала. Придержите у себя в сарае, где-нибудь, придержите. И не избавливайте никуда сейчас. Сейчас очень тяжелое время. В году самое тяжелое – это вот середина лета и до осени, пока у нас люди не приедут из отдыха, из отпуска. Надеюсь, переворот не случится. Если случится, кто выживет, тот будет жить. Не выживут, ну, значит, судьба такая. Нечего мне больше сказать. Вот. Предатели это кто? Не принимайте больше никому, тех, кто уезжает. Да я от них не принимаю. Они просто выкидывают, я вижу, что они выкидывают их. Вот. Так, тоже постоянно перевожу. Вырубили время 9 час ночи, немного на Сбер сегодня-завтра. Друзья, все, я вам все рассказала, ситуация плачевная, все, не буду больше повторяться, давайте больше времени не будем тратить. Всем спасибо, всем до свидания. Все как есть. Все, всем пока. Вырубаемся тогда. Да, действительно жалко, что я одна.